В среднем в Якутии ежедневно регистрируют по 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А по данным республиканского онкодиспансера, в Якутии зарегистрировано более 2000 наркоманов. Зависимость берет верх над людьми, но и от нее можно избавиться. В этом уверены специалисты реабилитационного центра, где возвращают таких людей к нормальной жизни. Подробности в сюжете Юрия Осипова. Александр решил остановиться, оказавшись на самом краю. Он понял, что ему нужна помощь, и обратился к специалистам. 3 года назад, да, ощутил, что я никому не нужен. Разрушены были все отношения. Не было ни работы, буквально ничего. Семья отказалась. И тогда, когда, наверное, уже и мама на меня крест поставила, грубо говоря. Сегодня в Центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости проходит 34 человека. Туда принимают и мужчин, и женщин в возрасте до 60 лет. Они у нас проходят обследование в нашем наркологическом диспансере и уже по решению врачебной комиссии направляются к нам. Уже мотивированы, с потенциалом, да, реабилитационным потенциалом. Конечно, есть такие нежелающие. Ну что делать? Как-то бывает даже по судебным решениям. За плечами каждого пациента своя история, обстоятельства, которые подтолкнули их на скользкую дорожку, и решение, которое вытащило их из этой пучины. Я начал в 7 лет, сразу всерьез, с тех пор я курю, не переставая. Да, вырос я в семье, где употребляли регулярно алкоголь, то есть мы каждые выходные наблюдали, как наши родители выпивают, встречаются, дерутся, ну, все такое прочее. Мой отец приходил пьяный домой, гонялся за мной, за матерью, за сестренкой с топором. С пациентами работают профессиональные психологи. Они помогают с помощью 12-ступенчатой программы. Первый шаг получается по программе, да? У нас это получается что осознание своей болезни. И самый сложный шаг получается этот. Второй шаг это, как вера, да? Основная у человека должна быть. Когда человек злоупотребляет, там вообще перестает во что-то верить. Сейчас Александр работает в реабилитационном центре. Он прошел специализированные курсы и теперь помогает тем, кто только встал на путь исправления. Александр уверен, что тот, кто прошел через это, способен помочь намного больше. Жизнь уже пошла по 2-му кругу. Дочка тоже радует. Я дважды дедушка. Помимо этого сам женился и сейчас в марте месяце тоже ожидаю ребенка. И получается, Бог дал, что 2-й раз начинаю жить. Вот именно с приходом, проходя вот эту всю программу, с этими изменениями, вот такое вот у меня. Но это еще не конец, там развитие дальше будет идти. Решение принимать алкоголь или наркотики, как и решение сойти с этого пути, каждый человек принимает сам. Специалисты только помогают преодолеть этот рубеж. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, Якутск.